Всем привет, я актриса Алима, казашка, и это моя родина, Алтай в уйгурской автономии. Проникнуть в горы, услышать мелодичную домбру, станцевать зажигательный каражорга, ощутить совершенно иную, насыщенную природой жизнь. Алтай – это дикое поле, ветер в горах. Позвольте мне показать вам настоящий уйгурский Алтай. Во время голода Ашар-Шилык в СССР, почти 100 лет назад, на Алтай эмигрировали около полумиллиона казахов. Теперь около половины из более чем 600 тысяч жителей Алтая – казахи. Казахов Алтая часто называют последним чисто кочевым народом в мире. 7 миллионов овец, миллион голов крупного рогатого скота, 120 тысяч верблюдов живут на Алтае. Здесь в разное время добывали золото хунны, синьби, жужани, уйгуры и монголы. Они на спинах коней создали торговую сеть степей, более раннюю, чем Великий Шелковый путь. Вы видели степи, снежные горы и множество трогательных пейзажей на путях кочевки. Но для пастухов в пути больше холода, хлопот, одиночества и терпения. На этих бескрайних просторах люди, коровы, овцы и лошади вместе следуют ритму сезонов, снова и снова отправляясь в путь по горам. Весной и летом снеговая линия поднимается, скот идет в горы, бежит за снегом. Осенью и зимой снеговая линия опускается, скот спускается с гор, гонимый снегом. Чтобы скрасить тяготы переездов, казахи стали поющим народом. При рождении поют колыбельную, на свадьбе – песни уговора и песни сожаления. При расставании с близкими – песни разлуки, на смертном одре – погребальные песни. Больше всего поют о девушках и о любви. Одна домбра с 2 струнами из бараньих кишок может издать 50 мелодий и 1000 песен, извлекая сладкую грусть, расплескивая страсть любви. Как бы не было одиноко в пути, зато той, праздник, бывает таким веселым. Зажигательный каражорга – это первый танец, который выучивает каждый казахский ребенок. Это радость, передаваемая из поколения в поколение. Поэтому для нас, казахов, каждая кочевка – это большой праздник.